Обращаюсь сторона, у вас есть вопросы к представителю ГКНБ? Да, у Да, меня пожалуйста. один вопрос. Нарушаются ли права потерпевшего и равноправие сторон при прекращении уголовного дела постановлением, так как там не разрешаются вопросы о материальном ущербе и не спрашивается, виновен или не виновен обвиняемый, да, и, соответственно, в гражданском порядке должен доказывать все заново. То есть нарушаются ли права и привело ли к этому именно отмена 3.1 и возникший вот этот вакуум. То есть если бы 3.1 не отменяли, были ли соблюдены тогда права потерпевших всех? Позвольте, да? В части правомерности применения и отмены, и возможности, да, применения нормы, то, что прекращение за исчерпанием срока давности при невозмещении материального ущерба в рамках уголовного дела, это здесь такой вопрос, надо детально изучить ваше уголовное дело, поскольку всегда надо учитывать и норму применения закона во времени и обратной силы ее. Потому что здесь по большому счету судья, когда принимал постановление, решение, он исходил также с учетом положения и подсудимого на момент совершения преступления. Была ли эта норма? Если не было, и после совершения преступления была введена, он не мог применить. В части того, что нарушение прав без возмещения и непринятия мер по возмещению со стороны судейских органов, хотел бы отметить то, что задачами уголовного процессуального законодательства, как и основополагающим в Конституции, конституционного права, является защита. В частности, и как и в Конституции заложено, защита, каждый имеет право на защиту своей собственности. А задачами уголовного процессуального законодательства является, наряду других законодательств, это в обязательном порядке принятие всех исчерпывающих мер по возмещению причиненного вреда. Но то, что эти нормы правоохранителями не в полном или не на должном уровне были реализованы или применены, это не значит то, что наше законодательство, уголовно-правовое законодательство у нас как бы хромает, либо наоборот умаляет, как вы говорили, или ущемляет чьи-то права, да? Мы далеки от этого. Здесь вопрос практики правоприменения. Ну и такой вопрос. Вот есть действующее решение Конституционной палаты, где как раз было в мотивировочной части разъяснено то, что нельзя прекращать уголовное дело без признания вины обвиняемым либо приговором суда, либо им самим. Как вы думаете, суды обязаны были руководствоваться данным решением Конституционной палаты Верховного суда? Или же это... Я так? снимаю ваш вопрос, я вам объясню причину, да? Здесь представитель Государственного комитета национальной безопасности. Они, в их полномочия входит досудебное производство, оценка в данном случае поступков, решений, которые принимали судьи, он не может давать. Я снимаю ваш вопрос. Есть следующий вопрос у вас? Ну и хотелось бы тогда такой вопрос. Я неоднократно обращался в антикоррупционную службу ГКНБ, да, и предоставлял такие, да, косвенные улики о том, что при принятии решений, возможно, была задействована коррупционная составляющая, возможно, какое-то давление на судьи оказывалось, проверялись ли и проверяются ли по таким обращениям вообще все эти, и ведутся как раньше, допустим,
ведутся ли какие-то следственные мероприятия, там, так как косвенные это доказательства, несмотря на то, что, допустим, есть решение Конституционной палаты, да, есть указание Верховного суда, что нельзя так делать. И тем не менее судьи первой инстанции делают это неоднократно. То есть 1, 2, 3 и 4 раза делают одно и то же. Проводятся ли следственные мероприятия и проверки? В частности, даже вот по моему заявлению, а я думаю, таких заявлений немало. Ну, относительно ваших обращений неоднократных в адрес антикоррупционной службы я не могу ответить, поскольку мы представляем другое структурное подразделение ГКНБ, в частности, Главное следственное управление. При этом у меня не владею в настоящее время данным. Еще Всё, есть тогда вопросы? спасибо. Нет? Есть еще Можно, вопросы? да? Вот Говорите. один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот относительно на стадии досудебного производства следствия в ГСУ ГКНБ за вот этот вот период с 21 года по 24 год, относительно как шла вот ваша следственная практика по части прекращения уголовного дела по срокам давности без возмещения ущерба потерпевшим? Такие решения принимались. Также при наличии материального ущерба, который не возмещено, но принимались такие решения. То есть за исчерением срока давности, по основаниям за исчерением срока давности уголовные дела прекращались. Без возмещения ущерба, верно я вас понял? Да, без Все, возмещения. спасибо. Есть еще вопросы? Самат Хаштобекович, Вопросов нет. уважаемый судья, есть вопросы? Нет. Присаживайтесь.